При мэрии города Камрад был проведен единый день приема граждан. Жители обратились с различными вопросами в области коммунальных услуг, освещения, передвижения и других. Один из них касался передвижения по городским улицам в зимнее время. Камрачане становятся свидетелями различных неприятных ситуаций, причиной которых является гололед. Ни одного грамма песка не бросили. И представьте, в автобус едет там в магазин подняться, ни одного грамма песка не оставил. Вы понимаете, дело не в этом. И вот автобус, я даже жалко, буксует. Другой темой для обсуждения стали городские пандусы. Жители считают, что они не соответствуют установленным нормам. И при установке были допущены ошибки, вследствие чего происходят случаи падения. Сделали вот этот ступеньки, пандус. Пандус делается на каждый 1 метр длина, 20 высота дается, норма есть такая. Там сделали очень крутой. Недавно вот это буквально в декабре это было. Женщина упала, коляска полетела. Проблемы неудобства в городе коснулись также и вопроса освещения. В некоторых районах, которые в ночное время слабо освещены, происходят случаи грабежа. Жители считают, что данную причину можно устранить. Освещение, детскую площадку между домами 30-34. Сделали там там фонарь стоит перед 30-м домом. Это по Измайловской с правой стороны. Да, вот именно. И хотим, чтобы там сейчас столб поставили. Там только фонарь поставят со стороны улицы Измайловская. Это спортивная площадка там. Чтобы поставили тоже один фонарь там. Потому что там недавно вот девочку ограбили телефон этот. Возле магазина, вот где я тут говорю, это участковый подтвердит, 4 ската сняли с машины. Конечно же, самая наболевшая для всех тема касалась промышленного парка. Люди интересовались, по какой причине он еще не функционирует и когда будут открыты обещанные рабочие места. Будет ли строиться наш промышленный парк в Камраде? Почему? Потому что разочаровались очень сильно, потому что перевели это в Чатрунгу как бы. И люди спрашивают, когда у нас будут рабочие места. Исполняющая обязанности председателя администрации Камрадского района Светлана Камильчу пояснила, почему имеются такие проблемы. Почему развитие промышленного парка предложил исполком, а почему исполкому это проще? Потому что на самом деле, вы понимаете, чтобы привлечь инвестора, большого крупного инвестора, который придет, он хочет работать с региональными властями. Потому что вы знаете, что есть проекты на уровне города, есть проекты на уровне региона, есть проекты на уровне правительства. И это довольно-таки очень крупный проект. И не то, что Приморье не может. Приморье тоже получится, но это будет немного дольше, чем хотелось. Вопросов поступало все больше и больше, но встречались и такие проблемы, в решении которых могут помочь также и советники округов. Как выяснилось, не все жители имеют возможность с ними связаться. Для устранения данной проблемы Георгием Сары было предложено решение. Мы поставим в коридоре, повесим карту, стеклянную такую, чтобы каждый, и номера телефонов. Просто ваш возраст, не каждый человек в сайте сидит и за компьютером. Молодежь сейчас все сидят за интернетом, знают, как обращаться. А для всех остальных жителей города мы повесим, вот у нас просто ремонт сейчас, двери меняем, сейчас немножко небольшой косметический ремонт будет в коридоре. После этого мы поставим все телефоны, номера телефонов, всех советников, имена и кто за каким округом закрыт. Единый день приема граждан был проведен согласно распоряжению Башкана Гагаузии Ирины Влахова в всех населенных пунктах автономии в целях повышения эффективности деятельности региональных и местных органов власти.